Советский Союз вкладывает огромные средства для того, чтобы добывать уголь, золото, редкоземельные металлы, сюрма, там, олово, ртуть, ну, там, да. Естественно, эти деньги были направлены на развитие города Якутска. Не просто даже города Якутска, а на развитие городов Якутии. И Гаврил Васильевич Черяев является человеком, при котором был вот буквально за щелчок, как говорится, там появляется город Нерюнгри. Это не похоже на реальный город. Это похоже на картинку с выставки, на макет, на проект. Этого не может быть, но это есть. В этом труднодоступном районе находится уникальное чульманское месторождение коксующихся углей. Новая трасса Бама-Тында-Беркакит открыла путь к этим богатствам. Большая трудовая победа. Гаврил Ильич, какое значение имеет эта железная дорога для якутской земли? Железнодорожная линия Бам-Тында-Беркакит открывает доступ к уникальным недровым богатствам Южной Якутии. Я не знаю другого руководителя республики после Максима Кировича Амосова, который так глубинно, комплексно, научно ставил бы развитие республики второй половины XX века, как говорил Иосиф Ильич Черяев. Он рассказывал, как он видит республику в конце XX века, какими путями, каким образом будет развиваться, во главе которого он ставил развитие человеческой личности. Гавриил Иосифович прожил яркую, насыщенную и созидательную жизнь во благо любимой Якутии. Будучи первым лицом в республике, принимал участие в работе съездов как депутат Верховного Совета СССР. Избирался членом ЦК КПСС, а также являлся членом Военного совета Забайкальского военного округа. Имел звание полковника и ученую степень кандидата экономических наук.